Коллектив ГТРК Ингушетия отмечает 28-летие. Они прошли полный путь от подвала до новых цифровых технологий. Сейчас это слаженный, крепкий коллектив. Здесь работает много корифеев журналистики, но остроты и динамичности добавляют молодые специалисты. Насыщенных эфиров и бесконечного вдохновения вам, коллеги. Слово Дане Плиевой. Сегодня телерадиокомпания отмечает свою 28-ю годовщину. За этот срок здесь значительно усовершенствовались условия работы, увеличилось эфирное время, приобретено новое оборудование, которое позволило улучшить качество звукоизображения канала. Сегодня ГТРК Ингушетия – это 4,5 часа политики, социалки, здоровья и культуры каждый день. Охватить здесь стараются все, что интересно зрителю. Мы вообще-то новостной канал, и многие наши коллеги в регионах, филиалов, как и субъекта 85, делают в основном только новостные выпуски. Мы же взяли тематическое время и отведенное нам время, стараемся делать какие-то интересные проекты, передачи. Не знаю, как это у нас получается, но вот обратная связь с телезрителем у нас есть и с радиослушателем. Канал ГТРК выходит в эфир более 7 раз, с 9 утра до 9 вечера, в определенные временные отрезки и вещает сразу на 3 информационных блоках. Вот у нас есть «Россия-24», но пока мы его не запустили. Есть «Россия-1», на котором мы вещаем в данный момент эти отрезки времени. И вот есть региональный канал. Но прорабатывается вопрос, когда его будут запускать, но еще точной информации нету. Но когда его запустят, мы уже можем целыми днями, как бы у нас будет свой канал республиканский, имеется в виду как ваш НТК, но будем вещать в мультиплексе. 20 декабря 1992 канал впервые вышел в прямой эфир. В то самое время, когда республика только становилась на ноги. Несколько редакций в щитовых домах и пару кабинетов на 2-м этаже здания. В таких непростых условиях рождалась ГТРК Ингушетия. Оглядывая новостную студию, Хава Абадиева невольно вспоминает ту, самую первую, располагавшуюся в холодном подвале. Одна из ветеранов телевидения, она пришла спустя несколько месяцев после открытия в 93-м. Одна редакторская, никаких условий, никаких, да и ни у кого здесь не было. Если учесть, что глава республики в каком помещении находился, то об этом даже не мечтали. Но зато вот энтузиазма, желание рассказать жителям молодой республики о том, что происходит вокруг, как мы живем, с чем мы сталкиваемся, с какими трудностями, как это преодолеть, как пережить это горе, которое нас коснулось после 92 года. Все это нам предстояло говорить, и мы это делали. Все сотрудники практически без отдыха, не считаясь со временем, работали в приспособленных помещениях и со старой техникой. И уже 28 лет наши коллеги непрерывно освещают события в регионе. Помехой не стала и сегодняшняя непростая обстановка с коронавирусом. Спасибо нашим коллегам, нашим работникам, которые, несмотря на опасность заразиться, тем не менее выезжали, работали и продолжают работать, потому что коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. Этот опасный вирус, он существует, люди болеют, тем не менее нет наших сотрудников, которые отказываются работать. Несмотря на все предусмотренные меры защиты как в самой компании, так и на выездах, болезнь коснулась многих сотрудников. Но главный плюс в любой работе – это дружный и спаянный коллектив, где каждый готов прийти на выручку. Свою заболевшую коллегу на поприще ведущей подменила и Мадина Аздоева. За 12 лет работы корреспондентом для нее было волнительно пробовать что-то новое. Волнение мое зашкаливало, конечно, но понимала, что нельзя волноваться, поскольку зритель и ведущий, между ними должен быть такой доверительный контакт. Без этого информация не воспринимается должным образом. Кроме более опытных коллег, немало среди сотрудников и новеньких. Полгода назад ряды корреспондентов пополнила и Дали Хакира. Новые знакомства, интересные истории. Ты для себя что-то узнаешь новое. Если возникают какие-то сложности, тебе идут навстречу, помогают. А в свой профессиональный праздник коллектив телевидения желает друг другу творческих успехов и намерен и дальше радовать своего телезрителя. Своим коллегам, да и всем журналистам Республики Ингушетия я желаю больше позитива. Нам надо в это трудное время, не очень простое, это все от Всевышнего, преодолеть эти трудности. Знать, что сегодня сложно, завтра будет легче, помогать друг другу. Пожелаю своим коллегам счастья, добра, позитива, творческих успехов. Хотелось бы пожелать своему коллективу, родному коллективу, это мой родной дом, второй, можно сказать, успехов, творческих успехов, и пусть таких
интересных проектов у нас будет намного больше. Работа с новыми профессиональными кадрами, техническое оснащение и выпуск новых телевизионных программ. Эти цели ставит перед собой в ближайшем будущем телерадиокомпания. В частности, канал планирует продолжить работу над вторым сезоном реалити-шоу «Су». Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.